У вас сегодня такие приятные заботы, да? Очень приятные. Слава Богу, мы дожили до этих забот. Мы счастливы. Новоселье в здании многопрофильной городской больницы Лисичанска ждали давно. При отступлении ракетными ударами ВСУ были разбиты и фасад здания, и серьезно повреждена кровля. В конце 2022 года, несмотря на возможные вражеские провокации, Республика Татарстан, шеф-регион города в Донбассе, начала ремонтные работы в медицинском учреждении. Доставлялись генераторы, доставлялся бензин, все это возилось издалека. То есть отсутствие маломальских каких-то удобств составляло большие проблемы. Но самое главное, что люди, видя, что мы приступили к очень значимому социальному объекту, людям дали надежду на то, что мир на этой земле будет обязательно. По решению правительства Татарстана в работе на объекте были задействованы только строители из Лисичанска. Специалисты отремонтировали 3600 квадратных метров кровли, более 5000 квадратных метров фасада и даже разработали дизайн помещений. Были новые нормы, новые требования, даже цветовая палитра. Все это новое, поэтому нам помогали, нас учили. На открытии городской больницы собрался весь врачебный коллектив. Приехали и руководители сразу двух министерств здравоохранения – Луганской Народной Республики и Республики Татарстан. Слова признательности каждому из вас, всему коллективу, всем, кто здесь остался, продолжать, несмотря на тяжелые условия бытовые, и в том числе близость фронта, оказывать медицинскую помощь, здесь спасать жизни наших жителей, которые здесь проживают. В отремонтированном здании больницы разместили сразу несколько отделений – приемное, терапевтическое и хирургическое. В подарок от Татарстана врачи Лисичанска получили современнейшее оборудование – аппарат УЗИ и флюорограф, а также набор эндоскопических инструментов. Но главное, что, как и прежде, решили действовать сообща. Надо говорить «да», запятая, но что нужно сделать для того, чтобы это было, понимаете? Тогда это все будет проще вообще решать многие задачи. Хорошо. Есть любимое слово «невозможно». Это обязательно выполнить. Конечно. Это невозможно. В этот день министр здравоохранения Татарстана Марсель Минулин освободился поздно вечером. Он провел плановые лапароскопические операции сразу 3 пациентам. Это был и обмен опытом, и возможность быть рядом в нужный момент с лисичанскими коллегами. Операции прошли в штатном режиме. Огромная благодарность нашему раису республики Рустаму Нургалиевичу Миниханову за вот такое чуткое внимание подшефному городу Лисичанск. И то, что вот такой ремонт великолепный, это его огромная инициатива и огромный труд. Алина Сулейманова, Андрей Ключников, Лисичанск.